Доброго времени суток, уважаемые зрители, и сегодня, кто собрались у нас в офлайн режиме, так скажем, мы проект Астана онлайн. Спасибо вашему колледжу, экономическо-юридический колледж. Большое спасибо за то, что согласились провести вот такую интересную площадку. На самом деле у нас действительно актуальная тема. Мы социальный проект, проект слышащего государства. Помните, президент говорил о том, что нужно строить слышащее государство. Из-за этого мы вот проводим некоторые информационно-профилактические и консультационные мероприятия. Сегодня у нас тема противодействия лудомании. Ну и для того, чтобы наш разговор прошел в экспертном ключе, мы пригласили сегодня некоторых спикеров. Дюйсенбек Адилхан Төлегенұлы, это наш общественный деятель, он ведет и является руководителем проекта сегодняшнего. Также спасибо, что приняли участие с нами вместе. Рахмет. С нами сегодня Сабырбаева Алуа, она журналист, она уже тоже не первый год ведет всевозможные журналистические расследования, она проводит свои какие-то мероприятия. Вам спасибо, что сегодня согласились тоже с нами прийти. А меня зовут Арман Махсутова, я являюсь экспертом по защите прав потребителей, тоже занимаюсь общественной деятельностью, более 5 лет уже. Вот. И сегодня у нас, как я уже сказал, тема противодействия лудомании. Лудомания, знаете, что такое? Да, лудомания – это любовь к азартным играм и все ее остальные последствия. Ну, вообще, на правах модератора, тогда я сам и начну. Мы проводим среди молодежи вот такие разъяснительные консультационные мероприятия. Сегодня наше мероприятие, вот первая часть, она будет длиться 40 минут. Примерно мы можем разделить ее 30 на 10, дадим вам информацию, то, что, каким мы на данный момент владеем информацией. Последние 10 минут можно задать вопросы. И еще потом полчаса будет у нас тренинг на тему, как пользоваться платформой EUTNESH. EUTNESH это тоже одна из инструментов слышащего государства. Сейчас у нас она очень сильно развилась, и вместо того, чтобы идти пешком там, до прокуратуры, до МВД, там, до Комитета по защите прав потребителей, до любого госоргана, сейчас, оказывается, можно все сделать онлайн, написать заявление, обращение, и это все проходит, так скажем, через эту платформу. Сегодня мы разъясним, как ей правильно пользоваться. Ну, я начну. Вообще лудомания большая проблема. Одна из острых проблем на уровне с алкоголизмом и с пристрастием к веществам – это лудомания. Чем же все-таки лудомания страшна? Это то, что от нее очень сильная психологическая зависимость. То есть, когда человек, например, выпивает там или принимает какие-то вещества, у него физическая зависимость от этого. То есть, если какой-то период этого не делать, то потом оно пройдет. А чем сложна лудомания, вот любовь к азартным играм? Потому что самая проблема это здесь. И недавно ее вообще зачислили в класс болезней. Потому что это очень сильно давит на психологически. Какие это проблемы? Ну, давайте сначала разберем прямо, какие существуют азартные игры у нас в Казахстане, какой есть доступ к этому. Вот, может быть, знаете, какие компании у нас занимаются приемом ставок? Да, правильно. 1xBet, Alimбет. Это вот ставки на спортивные игры. Мы должны отнести к одному классу. То есть есть ставки на спортивные игры, на спортивные мероприятия. Также есть еще отдельный целый пластер, это онлайн-казино и офлайн-казино, естественно. Я не знаю насчет вот тех платформ, которые вы говорите, есть ли внутри там такие онлайн-казино, но на самом деле существуют прям отдельные приложения, в которых вы можете зайти и играть и на деньги. Это там, это вот 21, да, затем покер, что еще, какие знаете, блэкджек, да. Это все игры, которые тоже заманивают к азартным играм, и тем самым, ну, человек проигрывает те ресурсы, которые он мог накопить. По статистике только 1% из казино выходит в выигрыше. То есть, если 100 человек зайдет, то только 1 человек сможет выйти и быть в плюсе. Это, ну, получается, если мы даже все с вами зайдем, то не факт, что кто-то из нас выиграет, потому что нас здесь меньше, чем 100 человек, да? Какие еще форматы азартных игр мы знаем? Вот, например, в онлайне, в казино, да, онлайн-казино, существуют слоты. Знаете, такое слоты?
когда эта штука крутится, тук-тук-тук, и надо собрать 3 семерки. Это тоже очень сильные азартные игры, и они приводят к очень сильным зависимостям психологическим. И вот, например, у нас есть небольшой вопрос, а вы знаете, среди ваших людей, есть ли среди вашего окружения, друзей, коллег, может быть, сокурсников, кто играет в азартные игры? Их не надо сейчас там, вот это он говорит. Мы просто собираем как бы информацию, есть ли вообще такие люди среди вашего окружения? Вот потому что мы были в других, и в прошлом году проводили подобные мероприятия, и знаете, очень много людей, особенно молодежи, пристрастились к этим азартным играм. И, например, вот среди моего окружения есть такие люди. У меня друг, он, по наследству получил действительно большую сумму денег. И сам непростой человек, он работал в крупной компании, зарплата у него была порядка 1 200 000. Это как бы через наши дружеские отношения я узнал. И в концовке он пошел, зарегистрировался, в общем, в онлайн-казино в одном. И за 2 месяца он туда занес 40 миллионов тенге. Получается, представляете, да? Мы говорим, что вот 100 тысяч потерять очень сильно больно от зарплаты, от стипендии или просто родители дают, это очень больно. А представьте, вот теперь следующий шаг, 1 миллион потерять, это очень больно. А он потерял 40 миллионов. Он продал свою машину, он заложил квартиру, он в 4 банках взял максимально кредит, который ему давали. Но представьте, если у тебя зарплата 1 200 000, то, соответственно, банки дают тебе доверительный кредит, и максимальный кредит 7-8 миллионов тенге. У всех банков, в общем, собрал. И сейчас он прошел 6-месячную реабилитацию и ездит, в общем, услуги развозки. То есть работает в такси, с той работы, которой он до этого был, его уволили. В общем, вот такая большая проблема. И это единичный случай, точнее, который я рассказываю. А на самом деле лудомания большая проблема. Одни из первых, кто из представителей власти начал эту тему, так скажем, приносить в массы, это партия «Республика». Слышали про партию «Республика»? Вот правящая партия у нас партия «Аманат». И есть еще у нас порядка более 5 партий, которые имеют место в Маджлисе, в Маслихате. И вот партия «Республика» в лице Берденова Руслана, на тот момент он был депутатом Маджлиса Республики Казахстан, поднял вот эту тему. И вот заметили, раньше вот можно было проходить, видно было, где Олимп, где 1xBet. Сейчас вот по городу ходите, есть ли такая реклама? Сейчас ее уменьшили, потому что даже вот это... кстати, одной из категорий азартных игр это лото. Лото у нас синими вот таким было. Их тоже сократили, по закону сделали так, что агрессивной рекламы не должно быть. И теперь лото, они просто ЛТ пишут. И так маленькими синими где-то, может быть, увидите в городе. Про Олимп можно вообще не говорить, они вообще полностью ушли в офлайн. В онлайн, так скажем, а в офлайне их всего лишь пару точек сейчас по городу. Хотя раньше, помните, были огромные VIP Олимпы там. 1xBet вообще у нас до сих пор, кажется, висит, да, в Алмате, кто помнит, в этом, на Нурлатал, кажется. Потому что в Казахстане у нас в некоторых областях разрешены казино. Раньше, вот в 2000-х годах, по всему Казахстану было разрешено казино. Потом, после того, что люди поняли, что это большой удар по семейному бюджету, вообще по семейным ценностям, по зарплате, по деньгам, это бьет по карману, и еще дальше как дети страдают от этого, тех родителей, которые ставят. И из-за этого, насколько я знаю, сейчас только можно ставить в Алматинской и Жетысуйской областях казино, да, существует. Вот, в принципе, вот такое начало я бы хотел задать. Если у вас есть прям напрямую вопросы, у нас есть открытый микрофон. Сарбинас, у нас же есть же, да? Да, вот микрофон. Вы можете во время нашего мероприятия задавать. У нас открытый диалог. Да, у нас открытый диалог. Как бы мы там никого не заставляем, но если у вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте их во время. И давайте, у нас будет казахшада, оршада, мы будем разговаривать сегодня. И следующее слово, с вашего позволения, Адилхан Толегенұлы, вам передаю.
Рахмет, Арман мырза. Құрметті колледждің студенттері, бұл тақырып өте өзекті. Былтыр біз Евразия университетінде өткізгенбіз. Біз осы Астана онлайн жобасы, бұл Астана қаласының ішкі саясат басқармасымен біз бірлесіп өткізіп жатырмыз. Сол басқарманың қолдауымен, себебі жалпы тұрғындардың арасында, қала тұрғындарының арасында, жастар арасында құқықтық сауаттылықты арттыру өте маңызды болып тұр. Қазір білесіздер, жалпы өмір өте әдемі, қоғам жақсы, жағдайымыз бәрі жақсы, бірақ осындай қауіп қатерлер бұрынға қарағанда өте көбейіп кетті, солай емес па, бәрі жақсы сияқты, бірақ жан-жақтың бәрі қауіп қатерлер. Соның бірі осы лудомания. Бұны Атырауда болған құрылтайда мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың өзі айтты. Яғни қазір жастарға қауіп төндіріп тұрған 5 кесел бар деп айтты. Заманауи кесел. Ол баяғы Абай атамыздың айтқан 5 нәрседен қашық бол деген бар ғой, білесіңдер ғой. Өсек, өтірік, мақтаншақ, еріншек, бекер, мал шашпақ, тамаша. Ал енді қазір басқа кеселдер пайда болды, заманауи кеселдер. Соның бірі осы, лудомания. Бұл өте қауіпті, әсіресе жастардың арасында. Бұл енді бір оңай ақша табамын деген бір былай қарағанда қатты айтсам бір әумесерлік ой ғой. Өте сауатсыздық айтуға болады. Өте мынандай дұрыс ойламау, сыни ойлаудың болмауы себепті осындай нәрсеге ұрынып жатқан жастарымыз көп. Мен жаңа мынау экранда көрсетем бе деп біраз нәрселер дайындап едім. Өкінішке орай мына экран көрсетпей тұр. Мүмкін өздерінде естіген боларсыңдар. Мен бір өте сұмдық фактыны келтірейін. Болған нәрсе осы бір апта бұрын ғана болды, бір аптада өткенде жоқ. Ақтөбеде болғанды естіңдер ме? Естімеген сияқтысыңдар. Ақтөбе қаласында 16 жасар бала, өздерің нешедесіңдер? 16-17. Осындай бала телефонды бермеген үшін, осы телефонға тәуелді болып кеткен, осындай нәрселерге лудоманияның бір түрі. Өзінің 41 жаста ма шешесін пышақтап өлтірген. Түннің ортасында болған, конфликті болған, өзінің шешесін пышақтап өлтірген. Енді ара түскен әжесі. Ол кісі үлкен жастағы. Сол кісінде пышақтаған, шешесін скорый шақырған, жедел жәрдем неге ауруханаға барам дегенше қайтыс болған, әжесі реанимацияда хал үстінде жатыр. Міне ол бала жалпы бұзық бала болмаған. Жеке мектепте оқиды екен. О, әкесі бар, кәдімгі жақсы отбасы, ақылы мектепте оқиды деген сөз, отбасының жағдайы да жақсы. Оған ақша төлеп отырған. Әйтпесе жай мектепте оқимыз ғой бәріміз. Ол сондай мектепте оқыған, психологиялық ауытқуы жоқ, жақсы оқитын болған. Міне парадокс, міне сұмдық. Яғни сондай бала осы телефонға тәуелділіктің кесірінен өзін туған анасын пышақтап өлтіру деген, міне жақындағы болған барлық телеканалдардан айтты. Менде мында тұр, мен аша алмай отырмын. Ашыла ма екен? Неге ашылмауды, Арман көрші. Вот осындай факт. Бұл не деген сұмдық? Яғни бұл бір ғана болған нәрсе. Бұл таза лудомания. Вот тамаша. Мен қазір даже сіздер шамалы не болғандарыңыз дұрыс шығар. Телефон тартысының соңы трагедиямен аяқталды. Ақтөбеде анасын пышақтап өлтірген жасөспірімнің әжесі жіті бақылауға алынды. Өйткені немересі қарияға да пышақ сілтеген. Ал жасөспірім қамалды, қылмыстық іс қозғалып, қанды оқиғаның мән-жайы анықталып жатыр. Бір мезетте бірнеше тағдырға балта шапқан қайғылы жағдай түн ортасында болды. Қаладағы жекеменшік мектептердің бірінде білім алатын 16 жастағы оқушы өз анасын өлтіріп, 72 жастағы әжесін жаралаған. Түн жарымында көмек сұраған дауысты естіген көршілер бірден полиция шақырған. 41 жастағы әйел жедел жәрдем жеткенше көз жұмған, ал әжесі шұғыл ауруханаға жеткізілді. Қазір қажетті ем-дом алып жатыр. Құлағы нашар естіп, дұрыс сөйлей алмайтын қариямен психологтар жұмыс істеуде. Жаңа иықтың, білектің. Міне, лудомания деген осы. Яғни дұрыс адам, әжептәуір семьядан шыққан, сол жаңағы тәуелділік, интернет тәуелділік, телефонға тәуелділік, жалпы
ми ауытқып кеткен ғой, бүкіл сана сезімнің бәрі. Ондай бірнеше көп фактілер келтіруге болады. Жаңа Арман мырза да келтірді ғой. Енді фактілермен сөйлейік. Мен өзім өте жақсы білетін, мен Алматы облысында тұрдым, Қарасай ауданында. Сол жерде енді ол отбасының аты жөнін айту ыңғайсыз болар. Өте жақсы семья болатын, атасы өте мықты, үлкен қызмет істеген, директор болған, үлкен институттың директоры болған. Оның баласы да ауданда қызмет істеген. Соның баласы, яғни ана кісінің немересі, енді ақшалар болған болу керек, жаңа Арман айтқандай. Сол білесіздер, Қапшағайда казинолар бар, иә? Қапшағайды білесіңдер ғой, қазір Қонаев қаласы деп айтылады. Сол жерде казинолар бар, басқа жері бар, енді сол нелегальный казиноларға барған. Сол жүріп қанша 30 ба 40 миллиондай қарыз болған. Оны әке-шешесі білмейді. Сөйтіп жүргенде бір күні үйіне адамдар келеді. Мына балаңыз бізге осындай қарыз деп, әке-шешесі шок. Күнде келіп, әке-шешесін терроризировать етіп, жаңа адамдар ақшамды қайтарып бер деп. Ол қайдан қайтарады? Ондай ақшасы жоқ. Бала әбден қарызға кірген, ақыр соңында бала түрмеге түсті, әкесі қайтыс болды. Себебі инфаркт алды. Ана баланың сондай не болғаны. Ел жұртқа масқара былай қарағанда, сондай денсаулығына үлкен зиян келіп, осындай жағдай. Яғни бұндай фактілер, мен өзім мысалы, мен уже 3-ші факті келтіріп жатырмыз, өте қауіпті нәрсе. Айта берсек енді бәріміз шошып кетуіміз мүмкін, бірақ өмірде болып жатқан нәрсе. Мен Алматыда бір Қонаев қаласында бір үлкен жиналыс болатын болды. Соған барардың алдында осындай мәселе туралы, сосын мен әдейі Алматы қаласының бір компьютер клубына бардым. Компьютер клубына не нәрсе екен, ол не болып жатыр деп әдейі бардым енді, көрейінші деп. Сөйтсем, Алматының дәл ортасында, Арман мырза, өте әдемі, ана кірсеңізші жайнап тұр. Қызыл, жасыл, қара, іші қап-қараңғы бірақ. Ішіне кірдім, әдейі өтірік бір компьютер басатын сияқты өйтіп отырдым, бір орынды алып. Сөйтсем, ана ішіне дұрдым. Қазақ орысша айтқанда дұрдым дейді ғой, жындықана сияқты. Өңкей жастар жиналып алған, бірін боқтап, ана қырылысып, бір-бірімен ойын ойнап, ауыздарынан кеген айтып жатыр. Орысша, қазақша, боғауыз сөз, сұмдық енді ананың ішінде. Одан шыққан бала, қанша 1-2 сағат отырса, сыртқа шықсан да жынды болып шығады, ол уже не нормальный адам. Сонда мен ана сыртында тұрған екі орыстың қызы екен, айттым, мынау не нәрсе сіздер сонша боғауыз сөз айтуға рұқсат бересіздер ме десем, ну, они пар выпускают дейді ғой. Ну, это нормально, это молодежь такая у нас деп қояды. Көрдіңіздер ме сонда? Мен айттым, сіздер ақша жасау сіздердің мақсаттарыңыз. Солай басқа ешқандай мақсат жоқ. Ақша жасау үшін ананың бәрін жасап қойған. Ал енді не? Соны мен кейін кәдімгі Алматы қаласының әкімдігіне бәріне көтеріп келтірдім. Соған шектеу қойылды. Қазір парламентте осы мәселе көтерілді, Арман мырза, солай ғой? Жалпы осындай компьютерлік ойындар клубтарына шектеу қою, бақылауға алу туралы кәдімгі заңға өзгерістер енгізілді. Олай болмаса болмайды. Ол бизнесмендер ақша жасау үшін оларға бәрібір сіздің денсаулығыңыз, сіздің көңіл күйіңіз, сіздің ақшаңызды алса болды. Солай ғой енді. Сондықтан бұл өте қауіпті жағдай. Сондықтан лудомания дегеннің не екендігін, қандай, оның неше түрлі форматы бар, әдейі солай жасап қойған. Ең сұмдығы ол казино, әрине. Казиноға барып, ақшасынан айырылғандар отбасынан да айырылады, ақшасынан да айырылады, түрмеге де түседі. Неше түрлі жаңа бандиттердің қолына түседі, рекеттердің қолына түседі. Сондықтан бұл өте сондай не жағдай. Енді не істеу керек? Әрине бірінші мемлекет болған шара қолдану керек. Қазір қолданылып жатыр. Парламент депутаттарының арасында үлкен спор болды. Өте мықты жаңағы бизнес өкілдері оны қолдады. Біз одан көп ақша түсіп жатырмыз, налогқа ақша төлеліп жатыр. Бұны біз тоқтататын болсақ, мемлекеттік бюджетке зиян келеді деген не айтты, обоснование. Және адамдарға бұл развлекательный. Бір қызығы, мен Америкада болғам, Лас-Вегас деген білесіңдер ғой? Сораға бардық, сонда Лас-Вегас түгел казиноның қаласы екен. Солай бар ма? Бүкіл дүние жүзінен сояға ұшып барып, өз таудың арасында орналасқан бір қала. Анау енді жарқылдап тұрған қала, ана керемет реклама, барсаңыз неше түрлі көресіз.
И ананың ішіне кірсеңіз, үсті гостиница, сол гостиницада жатып, өте бай адамдар арнайы сол жан-жақтан ұшып барып сорада казино ойнайды екен. Бірақ бір байқағаным, бәрі ашық, мынаяғынан кіріп, мынаяғынан шыға бересің. Біздегідей жан-жақ қоршап тастаған ішінің бәрі криминал, ондай емес, легальный, ашық, адамдар ойнайды. Орада не болып жатқанын білмейсің, даже үлкен кісілер де ойнайды екен. Ол жерде басқаша. Көрдіңіз бе? Орада криминал жоқ. Oradan da жынды болып кетіп жатқан адамдар жоқ, кәдімгі өздеріне өздері ұстап сондай болады екен. Яғни ондай мәдениетті түрде де ондай нәрсені ұйымдастыруға болады екен. А бізде мына адамдардың өміріне, денсаулығына зиян келіп жатыр. Сондықтан парламентте осындай заң қабылданды. Екіншіден енді біз неге келіп отырмыз? Әйтеуір білгенімізді айтайық сіздерге. Осындай колледждерде, университеттерде осындай жұмыстар жүргізбесек болмайды. Профилактика жұмыстары. Содан кейін біз мына Астана онлайн, мына өздеріңіз көріп отырсыздар, видео түсірілім жүріп жатыр. Осылардың бәрі әлеуметтік желіде таратылады. Яғни біз осындай жұмыстар арқылы жастарды осындай қауіпті кеселдерден сақтандыруға біз шақырамыз. Осындай жұмыстар бәрімізге пайдалы. Сондықтан бүгінгі кездесуде сіздер өздеріңізде ойларыңызды айтып, ұсыныстарыңызды айтсаңыздар, біз көп мемлекеттік қызметкерлермен, министрлікпен, депутаттармен бірге жұмыс істейміз. Ол кісілерге сіздердің ұсыныстарыңызды жеткіземіз. Сондықтан назарларыңызға рахмет. Спасибо. Спасибо, Адильхан Төлегенұлы. Действительно, огромную информацию сегодня дали. Я, прежде чем журналисту слово передать, хотел бы тоже некоторую информацию добавить. Вообще, лудомания и игромания – это две разные дефиниции. Например, лудомания – это то, что играется на деньги. А то, что вот Ага сказал, это компьютерные игры, это игромания. Она тоже, от нее тоже есть зависимость. И вот то, что происходит у нас в компьютерных клубах, я сам иногда хожу, играю там Counter-Strike, Dota. Но я хотел бы сказать, что в действительности в компьютерные игры это и есть мост к этим азартным играм. Во-первых. Во-вторых, когда вот мы ходим для Адильхан Мырзага, это было немного дико, но потому что это действительно молодежь у нас новая, мы там зумеры, да, играют, новые игры выходят. Это все действительно интересно, пар выпускают, да. Но вот материться в общественном месте нельзя, это административный штраф. То есть, в принципе, просто на тот момент людей нету, и нету людей, которые доносят об этом. Но вот в любой компьютерный клуб зайди, люди сидят там, матерятся между собой. Я знаю это, я сам это проходил. Мне 31 год, чтобы вы понимали, что я тоже все это недавно только проходил. И люди, которые матерятся в общественном месте, за это есть административная ответственность, это штраф. Если вы несовершеннолетний, то это штраф на ваших родителей. А если это случилось еще после 10 вечера, после 11 вечера, то это вообще уже двойное нарушение. То есть это нахождение лица несовершеннолетнего вида в общественном месте без сопровождения взрослого. И плюс еще нецензурная брань, нарушение общественного порядка. Поэтому, когда ходите, если уж ходите в компьютерные клубы, то не стоит слишком, так скажем, откровенно агрессивно себя вести по отношению к своим же даже друзьям. Он скажет, это мой друг, она поймет там, или он поймет. Но, например, рядом сидящий человек, это не ваш друг, это общество. И если он вдруг донесет, если он позвонит 102 или тому же участковому по тому месту, где вы сидите, то на вас будет оформлен административный штраф. Что еще хотел сказать? Адильхан Мырза сказал про Лас-Вегас. Точно такой же город, я не помню, как называется, но он в Китае находится. Есть такой же город, и вот есть история, самый большой проигрыш в казино, как думаете, какие деньги? И вот представьте, есть $1 миллион, да? А есть $1 миллиард, то есть еще 3 нуля туда добавить. В общем, $2 миллиарда китайский предприниматель проиграл. 2 миллиарда это даже дороже, чем весь ВВП какой-либо страны, например. На тенге переведите, сколько будет? Это очень 2 миллиарда долларов. Еще на 500. На 500 умножьте. 10 триллионов. 10, да. Да. 10 триллионов тенге потерял. Да, и как он это проиграл? Это был действительно хороший парень, который был в составе учредителей крупного завода. Он каждый день работал, он работал без выходных. И у него был уже старый отец, и отец сказал: «Балам, тебе уже 45,
я тебе разрешаю выйти на пенсию. Вот тебе деньги, пожалуйста, не работай, я вижу, что ты нужен семье, нужен своим детям. Давай хотя бы на месяц отдохнешь. Он, хорошо. И он говорит, отец ему сказал, найди хобби, там, музыка, там, творчество, найди хобби. И знаете, какое хобби он выбрал? Покер он выбрал. Он выбрал покер, он поехал, он тем более, он не так, что выбрал покер, он просто поехал в Лас-Вегас, и снял отель, самый крутой отель, но прикол в том, что был отель, этот отель находился очень близко, в 100-метровой близости к казино. И он первый раз пошел, то есть начал выигрывать некоторые деньги. И где-то на 6-й месяц игры, то есть он на месяц уезжал, он 6 месяцев там остался. На 6-й месяц игры, когда у него уже расход был порядка 500 миллионов долларов, 1/4, то есть от того, что он проиграл, ему казино сделало новые правила для него. То есть были правила для всех гостей, и специально отдельное золотое правило было. Прям его фамилия, имя только для него было, целый документ подготовлен. То есть возле него было 24 часа на 7 охрана. Возле него было 24 часа на 7 ряд шеф-повар, официант. То есть для него сделали королевский номер. То есть казино как поступило к нему по отношению? Они видят, что он 500 миллионов смело может за 6 месяцев потратить. Они взяли, ему все условия дали и отдельную встречу с владельцем казино организовали. 24 часа на 7 весь сервис был рядом с ним. Но за этим и скрывается вот эта вот, так скажем, черная полоса, до которой он дошел. В итоге за 2,5 года он потерял $2 миллиарда, начал судиться с ними. То есть они меня специально напаивали алкоголем, то есть вот такой иск был в суд. И они специально мне сделали вот такие новые привилегии, чтобы я проиграл все деньги. То есть он проиграл свои деньги и проиграл еще деньги той компании, в которой он работал, отца деньги, в общем. И в итоге проиграл суд, потому что когда ты идешь, ответственность на тебе, когда ты идешь играть, ответственность на тебе. Теперь давайте вернемся к нашим казахстанским реалиям. Проблема Казахстана действительно, у нас проблема Казахстана это лудомания. Например, в Китае это пару человек, если в процентах считать, там пару сотен тысяч человек. В Европе нет такой проблемы. Люди идут, приходят, там $100 проиграл, окей, еще $100 проиграл, все, остановились. Они понимают, что я насладился игрой, я проиграл, или там я выиграл, вышел, да, окей. У нас же действительно в Казахстане это проблема. У нас надо пойти зарплату поставить, пойти в займе взять долг, своровать у родителей телефоны, заложить в ломбард родителей золото. Если ты вдруг машина есть, надо и машину заложить. И все люди, это действительно болезнь. И это болезнь у нашего казахстанского общества. Я изучал эту тему. Я вам не просто так это говорю. В Казахстане есть проблема. Даже в нашем соседском Узбекистане, в южных странах и в нашем северном большом соседе нету такой проблемы. То есть люди умеют остановиться и играть. У нас, у казахстанцев, очень азартная игра. Я думаю, что это специфика наших людей. В принципе, вот так хотел обобщить. Давайте слово передадим нашей журналистке Сабырбаевой Алуе. Добрый день, дорогие студенты. Спасибо, Арман. Да, очень такая резонансная тема, очень тяжелая тема, которая распространена в нашей стране. Давайте поговорим на такую тему, насчет лудомании. И прежде чем я расскажу введение, а после чего я хотела бы рассказать про противодействие и нескольких вещей, как профилактика и поддержка лудомании. Я хочу начать, что молодежь, которые уже выпустились, которые отучились в университете, в колледже, взяли диплом, и после чего они ищут работу. Я думаю, что каждый студент, он должен, говорят же, есть пословица «терпение, труд, все перетрут», что каждый студент должен кровью, с потом зарабатывать деньги, он должен увидеть все. И говорят, что Москва не сразу строилась. С каждым трудом и терпением каждая молодежь должна работать, чтобы получить свои первые заработанные деньги.
А не так. А есть такие студенты и молодежь, которые вот закончили университет и колледж, например, хотят с легкостью вывести деньги. А зачем мне работать, если я могу, например, поставить ставку и получить от этого деньги? И я могу не работать, и могу быть богатым. Все так думают, начинающие, вот когда получают диплом. Поэтому я хочу сказать с этой пословицей, что каждый человек, он должен работать, особенно мужчина. Потому что у него в будущем будет семья, которую он должен обеспечивать, у него будут дети, а что потом он даст своим детям? Лудомания, я думаю, что это не слабость, а это недостаток характера. Это зависимость, которая формируется незаметно. Часто она начинается вот с мелких ставок ради развлечения. Но постепенно человек втягивается все глубже и глубже. И все мы знаем, что игры сами по себе, они не такие плохие. Есть компьютерные игры, есть настольные игры, есть телефонные приложения, которые, не прям плохие. Я сама, например, ходила в компьютерный клуб и несколько раз играла там компьютерные игры, но меня не назвать человеком там азартным. А есть люди, которые уже, например, играют игры, но уже у них в мыслях, что я сейчас буду играть, и я буду ставить на это деньги. Например, даже есть люди, которые играют в карты, обычная игра «Дурак», они играют с деньгами, да, на деньги. Это уже азарт. Да, это уже азарт, понимаете? Человек идет уже своими мыслями и будет думать, что сейчас я поставлю, например, 500 тенге, потом 1000, потом 5000, и все, и с этого начинается уже. Психологи говорят, что механизм азартных игр здесь похож на другие виды зависимости, что мозг запоминает азарт. И выброс адреналина, ощущение возможного выигрыша и требует повторения. Сегодня особенно опасно это онлайн-игры, онлайн-казино, доступ 24/7, что реально вот можно зайти в телефон и все вот скачать онлайн. У меня, например, есть знакомый, и у него был близкий друг, который очень любил азартные игры. И что вот с этого? Он потерял все, что у него было. Он потерял семью, самое главное. Это жена, его дети, его родители. Все отвернулись от него. А почему? Потому что даже когда он хотел получить поддержку, и когда он извинялся, что больше не повторится, он повторял и повторял и повторял. Он ставил ставки. Это обман. С азартных игр очень-очень тяжело выйти. Если ты уже вступил на эту дорогу, лучше в начале это все бросить, чем в конце, потому что будет очень тяжело. Последствия будут очень тяжелые. Хочу перейти к противодействию лудомании. Во-первых, это профилактика. Людям нужно объяснять простым языком, что же такое лудомания, введение, что это такое, какие могут быть последствия, как она развивается, какие признаки должны насторожить. Если человек понимает, что зависимость существует и может коснуться каждого, он уже более внимателен. Во-вторых, это поддержка. Очень часто человек, столкнувшийся с зависимостью, стыдится говорить о своей проблеме. А я думаю, что об этом нельзя стыдиться. Можно говорить каждому человеку, у каждого человека есть поддержка. У каждого есть психологи, есть специалисты, есть родители, есть жена, есть друзья. И когда ты только об этом начинаешь, что вот я ставлю ставки, это не стыдно. Этому можно помочь. Поэтому наша задача – это создать атмосферу, в которой можно обратиться за помощью без страха и осуждения. Иногда достаточно чего-то участия, чтобы человек сделал первый шаг к избавлению от зависимости. В-третьих, это регулирование среды. Ограничение рекламы, азартных игр, контроль доступа несовершеннолетних, прозрачность работы, игровых платформ – все это реальные меры, которые снижают риски. И в-четвертых, это развитие полезных альтернатив. Спорт, творчество, волонтерство, клуб по интересам – все, что дает человеку эмоции, общение и чувство успеха, но без разрушительных последствий. Ведь часто человек уходит в азарт именно из-за нехватки этих ощущений в жизни. Да, я хотела немного рассказать вот насчет этого повода. У человека, у которого нет, например, интереса в жизни, например, он не занимается спортом, он не интересуется творчеством, волонтерством и так далее, вот тогда у него начинается вот эта вот азартная игра.
он хочет поставить ставки, он хочет играть игры, потому что ничем больше он не интересуется. А я думаю, что вместо этого каждый человек, особенно молодежь, с маленького возраста, вот, с 16 лет могу сказать, почему бы не прочесть книгу? Почему бы не вступить в всякие волонтерские клубы, не быть патриотом своей страны? Например, очень много волонтерства, которые можно вступить и защищать нашу страну, любить нашу страну. Например, от нашей стране очень много мусора. Защищать нашу страну от мусора, от всяких вот азартных игр, реклам и так далее. Мне кажется, у человека тогда проснется вот это вот патриотство, понимаете? Ему уже будет не до этих игр, а наоборот, у него будет, вот, мне нужно работать, мне нужно защищать свою страну, я буду патриотом, а также вести со собой нынешнюю молодежь. Лудомания – это сложная, но решаемая проблема. Если мы вместе, специалисты, родители, педагоги, психологи, государство и просто неравнодушные люди, будем работать в одном направлении, мы сможем снизить масштабы этой зависимости и помочь многим сохранить здоровье, отношения, деньги и, главное, свою жизнь. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Алуа. Действительно, очень интересно. Да. Рахмет. У вас классная статья такая прям журналистическая. Я бы хотел дополнить, я вот для себя 5 пунктов из вашего спича отметил. Действительно, терпение. Да. Здесь же мы не только дошли до терпения. Вот у нас наши бабушки, дедушки сабр говорят, да, по-нашему. Некоторые из вас я вижу, что, казахи в основном мусульмане, и думаю, такую тему тоже можно затронуть. Там же тоже говорится о сабре. И вот чем плохи лудомания? Лудомания чем плоха? Потому что дофамин. Например, вот бывает же в аквапарке спустился с горки, вау, первый раз, вообще шикарно, круто. Ты там поставил 1000 тенге, хоп, тебе 2700, все, можно донер взять там. Ты эти 2700 дальше ставишь, у тебя хоп, уже 7. Все, могу девушку позвать в кино. И вот это дальше. А потом раз ты проигрываешь, ты думаешь, опа, не, я хочу вернуть эти 7000. И вот это и есть дофаминовая яма. Это и есть тот крючок, который делает казино, все наши букмекерские конторы и настольные игры, которые играются за деньги. Ты думаешь, как так? Я же только что вот минуту назад с этими деньгами сидел. Надо было встать, выйти. Хорошо, сейчас еще 1000 тенге закину, и вот ее обратно до 7000 докачаю и выйду. Ты так хоп-хоп-хоп, видишь, вот это событие. Точно здесь Реал Мадрид выиграет против них. Там какие-то непонятные играют. Ставишь, опа, у тебя уже 14, да? Но на самом деле это все такая, вот из 100% только один человек, из 100 людей только один человек вот так остановится, так, хоп, зафиксирует прибыль, встанет и уйдет. Остальные 99% будут дальше идти. Они дальше пойдут, ювелирку мамину сдадут. Они пойдут все из дома вытащат. Камеры есть, телефон в ломбард заложат и поставят. Вот это и есть проблема. Я почему говорю, я имею об этом знание. Прежде чем прийти на ваше мероприятие, на наше сегодняшнее, я встретился с руководителем рехаба. Рехаб знаете, что такое? Рехаб – это место, где лечат зависимо больных. Не только по лудомании, по тем, люди, которые курят, там анашуда, например, те, которые употребляют более сильные вещества, мы вещаем завтра в YouTube, в Facebook будем выкладывать. Я некоторые слова не могу говорить, они будут потом блокироваться, мы не наберем, так скажем, просмотров. Но мы всем понимаем, о чем речь идет, да, вот эти белые вещества, которые синтетические, да. Это и самое важное, что вот в чем, он мне дает такую статистику. Я говорю, а у вас какие, кто по категориям самые проблемные ваши клиенты, так скажем? Он говорит, в первую очередь, мы, говорит, на 6 месяцев сядем, но где-то на 3-4 месяц мы отпускаем тех, кто курил травку. Говорит, во вторую очередь, говорит, мы садим на 6 месяцев, там у них специальная программа, у них забирают телефоны, они входят в обычный режим, завтракают, играют, обедают, ужинают, разговаривают между ними, что-то работают, стругают какие-то станки, в общем, возвращают их в обычную реальную жизнь. На втором месте
Это те, которые я вот только что сказал про вот эти белые вещества, все остальные люди, которые, они могут 6 месяцев сидеть, некоторые с продлением еще 3 месяца, говорит. Но самые, говорит, проблемные мои, говорит, клиенты, это лудоманы. Невозможно, говорит, их очень сложно вылечить. Они приходят, 6 месяцев сидят, как только выходят, в первый же день он идет, деньги берет, и если были какие-то деньги, 5-10 тысяч тенге они ставят. Я, говорит, не знаю, как они так делают, говорит, телефоны, все, у них там охрана стоит, большие мужчины за этим следят, такие охранники, специальная служба безопасности, которые невозможно пронести телефон. Но эти люди берут и проносят телефон, и во время своего лечения ставят ставки, вы представляете? То есть, насколько лудомания проблема. Ты ничего не принимаешь, ничего не куришь, в свое тело ничего не вгоняешь, ты просто информацию, просто в голову, в свой мозг даешь вот эту дофаминовую, а с первый раз с американской горки скатываешься, вау, кайф, второй раз уже не такой кайф. И вот такое же с лудоманией, ты начинаешь ставить, и ты хочешь догнать вот это же, вон тот азарт, который тебя первый раз выиграл, ты 10 тысяч тенге, ты хочешь это выиграть, но когда ты в следующий раз 10 тысяч тенге выигрываешь, уже не так уж хорошо тебе хочется 20-ку выиграть. Когда ты 20-ку выиграешь, тебе уже хочется 100 тысяч выиграть. И вот это вот и есть такая закрытая, так скажем, как белка в колесе, ты будешь крутиться, пока не проиграешь, ну, просто свою жизнь, пока не проиграешь, пока от тебя не отвернутся твои же родители, пока не отвернутся, если ты жена, там, замужем, пока твоя жена не скажет, там, Арман, а где хлеб? Ну, типа, дай мне 1000 тенге, я пойду схожу в магазин. А у тебя не то, что 1000 тенге, у тебя просто в минусе, у тебя в блоке все твои счета, у тебя на тебе часовичник висит, еще сверху 25% добавил. Короче, это очень большая проблема. Если вдруг вы начинаете играть, то уж совет такой. Не то, что остановитесь, поймите, что вот, например, я потрачу на это 2000 тенге. После этого я встану и уйду, потому что вы сами поймете, что это проблема. Если же вы вдруг, заметили, что тот порог, который вы для себя, ну, мы же люди разные, кто-то может 2000 тенге позволить, кто-то может 20-ку засунуть без проблем, а кто-то может пойти и 200 тысяч тенге поставить. У каждого свой лимит. Но если вы вдруг начинаете проигрывать и проиграли, и дальше хотите деньги туда ставить, вот это вот уже звоночек, вот это вот уже зависимость, и у нее очень большие последствия. Вот как Алуа сказала, лучше остановиться потому что ты по-любому остановишься. Ну, нету такого человека, который выиграл, и все, и он выиграл. Знаете, есть такой один человек, окей, я так скажу, но он не играет, он рекламирует казино, все мы его знаем. Недавно челлендж на Казахстан даже пошел, Мэлстрой Гейм, да? Помните? Ну вот этот человек, он гражданин Беларуси, он в плюсе, но он не играет, потому что он рекламирует, ему казино не за игру дает, а за рекламу дает деньги. Он, выиграл, по отношению к этому казино, он в плюсе. Ну и то я так думаю, что очень вряд ли, потому что он параллельно еще играет, и сколько он проиграл с этого. Я считаю, что это большая проблема.